Привет, солнечная и гостеприимная Абхазия. Я искренне считаю, что судить обо всей республике из-за голословного меньшинства не стоит, и поэтому мое мнение о вашей прекрасной стране никак не изменилось. Апсны– страна души, я здесь обрел много друзей, много знакомых. В любую семью ты зайдешь, тебе сварят вкусный кофе, накормят прекрасной национальной кухней и просто проведут с тобой хорошо время. Вот чем мне запомнилась Республика Абхазия. То, что произошло вчера, это вопиющее событие. Я думал, что 90-е уже прошли, и в современном мире, в 21 веке, такое невозможно. Однако то, что произошло вчера, это действительно организованная преступная группировка, которая зашла в офис ко мне и моим друзьям. Они постоянно менялись, их было человек 40 максимум. И они наносили нам увечья, избивали, угрожали, грозились применить огнестрельное оружие, которое они доставали и даже перезаряжали, и обещали нам не вернуться в Российскую Федерацию живыми. Нам говорили, что мы поедем на подвал, нас подвесят ногами кверху и будут пытать. За что? Я не знаю за что. Я уже вчера сказал, что я занимаюсь газетой. Мы писали честные новости. Из нападавших их, скажем так, лидером был Конкварча, который тоже наносил мне увечья, избивал меня и угрожал расправой. Я считаю, что в 21 веке такой самосуд происходить не должен, и, надеюсь, правоохранительные органы обратят на это внимание. Я прошу прощения за мою несвязанную речь, у меня сотрясение мозга, и тяжело работать челюстью, потому что, видимо, с ней тоже не все в порядке. Никакие преступники, бандиты, ОПГ не должны вас запугать, как это они пытались сделать вчера с нами. Нападать толпой грязно, скажем так, в крысу. Это, конечно, не считается мужским поступком. Даже если говорить, как они любят по понятиям. Вот теперь знаете, что в стране герои, страна, которая победила в Отечественной войне народа Абхазии, рядом живут вот такие негодяи, преступники. И я считаю, что в такой прекрасной стране, как Абхазия, которая сейчас взяла курс на развитие, которая действительно развивается, и вы сами это видите за последнее время, таких людей быть не должно, которые разделяют общество на два слоя и несут лишь хаос, беспорядки и мордобой.